И на прямо прямой сейчас, связи на со студией прямой, сейчас. Спасибо. Да, появится Юлия Белевич. Да, которая обратилась. Что-то она серьезная сегодня. Да. Видимо, много работы в библиотеке, где они убираются. Юля, доброе утро. Все-таки расскажи, пожалуйста, на каких полках больше всего пыли? Хмурная такая. Пыли сколько, где же много пыли. Да, ребята, доброе утро. Ну, спешу вас обрадовать. Мне вот по секрету, а может быть даже не по секрету, в библиотеке рассказали, что на полках нет пыли, потому что дети читают даже летом, особенно вот по школьной программе сдают и зарубежных авторов, и отечественных, поэтому вот пыли нет, к счастью. Зато есть очень много интересных мероприятий. Вот, например, сегодня состоится в Краевой детской библиотеке такое вот мероприятие под кодовым названием «Время Че» – летний читальный зал. Вот нам про него сейчас расскажет Виктория Тишакова, заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки. Виктория, ну вот что за название такое «Время Че»? Да, доброе утро, «Время Че». Вообще сегодня, идет лето, замечательная погода. И если мы все лето будем проводить в библиотеке, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому у нас в четверг, каждый четверг, ровно в 11 часов мы выходим из стен библиотеки и организуем летний читальный зал. Что же это такое? Да, что и да, вот тут все. Да, все вот мы уже начали готовиться, вот будем выносить. Значит, работает наш читальный зал. Родители могут прийти, и пока дети отвечают на разные вопросы викторин, листают интересные книги, родители могут познакомиться с журналами. Вот у нас есть самые различные журналы в помощь воспитанию своих детей. А дети у нас, вот видите, у нас очень много книг, много настольных игр, которые мы тоже выносим. И вот сейчас мы в августе месяце в летнем читальном зале у нас есть такой интерактивный глобус. Это не случайно. Август месяц, уже многие дети возвращаются из летних оздоровительных лагерей, от бабушек, дедушек, и они друг другу рассказывают, где же они были и что они видели. И вот если мы включаем этот интерактивный глобус, то можно показать, где были, можно ответить на разные вопросы, они даже устраивают такие конкурсы между собой. Кто быстрее назовет и покажет разные страны, города. То есть можно даже похвастаться, я Можно был здесь, я конечно. был здесь. Даже если не был, можно, конечно же, рассказать, а я бы хотел быть там. Или вот как в нашей библиотеке сейчас работает выставка Евгении Облязовой, нашего красноярского художника, она родилась в городе Енисейск, «Бонжорно, Италия». Если ты не был вдруг случайно совершенно в Италии, то можно прийти к нам познакомиться с выставкой и даже представить, что это там был, услышать вот шелест волн, вот просто запах Италии даже ощутить, глядя на эти картины. И рассказать друзьям, а я вот был в Италии, видел то-то, то-то. Виктория, а вот меня интересует еще сундучок какой-то, Это сокровищ. волшебный сундучок, да, вы на самом деле правы. Это сундучок сокровищ. Что в нем лежит? В нем лежат самые разные вопросы, задания и, конечно же, призы. Сундучок я бы открыла, конечно, вам показала, что там есть. Но он же открывается не просто так, а только по волшебному слову. Только если вы произносят дети. Ну, как вы думаете, по какому самому волшебному слову он открывается? Может быть, слово «книга»? Ну, вот тогда мы сундучок с вами пока не откроем. Да. Ну и, конечно, сегодня мы ждем всех в 11 часов в нашем читальном зале «Время Че». Он как раз будет работать перед библиотекой. Наш, мы называем, библиотечный сквер. Но вы знаете, что даже если вдруг закапает дождь, ничего страшного. Приходите. Нет, да, вот в прошлый четверг как раз вышли, солнце ярко светит. Только мы расположились, начали кто читать, кто играть, кто рисовать. Мы выносим мольберты, можно и порисовать. Да, и сейчас у нас рисуют тоже на тему, где я был летом и что я читал летом. Иногда, знаете, это получается как раз, что я читал и где я был, вот оно сочетается в одном рисунке. И вот закапал дождь. Мы сначала как-то так немножечко испугались, а потом, во-первых, мы библиотекари немного волшебники, мы посмотрели на небо, и тучи чуть-чуть так приостановились. И плюс мы развернули зонтики, и у нас получилась вообще такая атмосфера чтения под зонтиками. То есть вышли, из положения. Да. Виктория, ну еще давайте расскажем быстренько, буквально такие, вот не только сегодня можно в библиотеке позаниматься, да, чем-то. До конца лета еще у детей есть возможность, кто, может быть, не уехал, кто уже приехал с каникул, тоже провести время, да, вот перед включением кроме того, что вообще место встречи библиотека, как мы говорим, все те, кто возвращается, все те, кто приезжает откуда-либо, они знают, что можно прийти в библиотеку, пообщаться, поговорить, здесь очень уютно и хорошо. А так у нас каждый день для детей мероприятия, ровно 12 часов. В понедельник мы своими руками творим шедевры в разных техниках, там лепим, клеим, рисуем. Вторник у нас литературно-интеллектуальные игры. В среду у нас самый настоящий турнир по настольным играм. В четверг, да. В пятницу у нас накануне выходных уютное чтение. Мы располагаемся на
диванах, на подушках. Иногда прикрываем глаза. А в субботу работаете? В субботу, конечно, работаем. У нас летний кинозал. Смотрим фильмы, обсуждаем их, выполняем какие-то задания. То есть каждый день в 12 часов и не только мы ждем всех в библиотеке. Так что ждут вас в библиотеке, да, чтобы от лишней пыли, кстати, тоже избавляться, которой здесь нет, но мало ли, вот читать книжки, набираться сил, знаний, может быть, перед 1 сентября, перед школой. Ну вот, ребята, вам на заметку, ну а мы пока поможем, может быть, перенести. Может быть, да. скажем, вдруг кто-то Да, случайно давайте, не конечно. знает и еще у нас не был. Наша Красноярская краевая детская библиотека расположена по адресу улица Корнетова, дом 2. И остановка транспорта так и называется Краевая детская библиотека. У нас есть сайт, у нас есть группа ВКонтакте. Заходите, Все хорошо. читайте, звоните. Все, спасибо вам большое, Виктория. Да, всю информацию вам выдали, все рассказали. Ну а сейчас пойдем помогать выносить, готовить летний читальный зал. Ну а вам передаю слово студия. Юля, спасибо большое. Все у них есть, а пыли нет. Вот как приятно.